С 2015 года работники смогут потребовать от работодателей оплаты занятий спортом. Такое решение было принято Министерством труда России. Сейчас мы хотим узнать у работников IT-парка, что они думают по этому поводу. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что вы сможете в 2015 году потребовать у работодателей занятия спортом? В целом положительно отношусь, потому что люблю заниматься спортом, обязательно воспользуюсь этим нововведением. Я и так тренируюсь, и если еще это будет оплачиваться, то я буду тренироваться более охотно, так что эта идея хорошая. Конечно, если еще страховку дадут, видишь, я спину сорвал, а так я буду заниматься. Я отношусь к этому положительно. Но все должно быть хорошо регламентировано. Если сотрудник захочет пойти в какой-нибудь элитный фитнес-клуб, и сотрудник является малого предприятия какого-то, то это немножко неправильно, мне кажется. Вот. А в целом инициативу поддерживаю, пойти в тренажерку, я думаю, всем полезно. Как ты относишься к этому? Положительно, я бы занялся, особенно если бы шеф оплачивал спортом. Скажите, пожалуйста, с 2015 года Министерство труда обязывает работодателей оплачивать их сотрудникам занятия спортом. Воспользуетесь ли вы этим и будете заниматься спортом? Այն ժողովրդի թոշակեն դեղ չեն տա, այն ճայլները գործ չունին, սախարնվել է իրար, հաց ու փող չունին, գելին կերտան, Ռուսաստանները կաշխատին, մեջը դապ, դարդակ, բան չկա։ Ինձ եմ ախպերս։ Спасибо большое. Конечно, безусловно, воспользуюсь. Очень хорошая идея. Перечень платных спортивных мероприятий каждая компания устанавливает самостоятельно. Трудовые коллективы могут предложить работодателю оплатить их абонемент. Итоговый список мероприятий руководство должно обсудить с профсоюзами или другим органом, представляющим работодателя. Среди возможных мер представлены в частности компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий. Эксперты полагают, что это обязательно окупится, ведь физически крепкий сотрудник лучше работает, реже болеет и практически всегда находится в отличном настроении. Да, это действительно так, судя по собственному опыту, могу это сказать, что человек, который физически одарен, крепче, а после физических нагрузок занимается в спортивном зале, конечно, выглядит увереннее и достаточно лучше начинает свою трудоспособную деятельность. Международные исследования показывают, что 10 рублей, потраченные работодателем на здоровье сотрудника, превращаются в 45. Артем Балатаев, Тимур Мазаев, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ.